15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. Круглый стол «Братская помощь» был приурочен именно к этой дате. В Абхазии высоко оценивается моральная и политическая составляющая добровольческого движения, которое стало значимым фактором в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Война показала нерушимость традиций, дружбы и взаимопомощи народов Кавказа. В работе круглого стола приняли участие ученые-историки, ветераны-добровольцы, представители государственных учреждений, общественные деятели, депутаты. Я действительно хочу сказать, что вот Лили писала о многих добровольцах, но у нас же есть наука. Понимаете, вот мы сейчас ездили, когда по Северному Кавказу, всегда спрашивали родителей или вот детей, или братьев живущих, сестер, тех добровольцев, которые здесь погибли. Вот что его подвигло сюда? Ну, мы опросили там несколько человек, но у нас есть наука, черт подери, я уже начинаю просто злиться. Да, и до кого достучаться. Если нужны финансы, давайте мы фондом помним, объявим помощь, люди соберут деньги, профинансируем эту работу. Пока живы те, кто организовывал конфедерацию, пока живы те, кто участвовал. Они очень уходят быстро, вы поймите, время уходит. Это вот моя большая боль. Я не вижу тут вот за 10 лет каких-то подвижек. Мы со Сланом Авицба вот и издали на 25-летие, вот это вся конфедерация, сборник. Вот все газеты мы здесь собрали. О том, что 5-6 девочек в конфедерации чем занимались, об этом очень многие знают. Самое главное, знают те, ради кого мы старались это делать. Я сначала стала собирать материал об абазинах, об адыгах, потому что я и в Тбилиси изучала эти языки, у меня были хорошие контакты. Я старалась с абазинами на абазинском говорить, с адыгами на кабардинском, на адыгейском и так далее. И они удивлялись, что это, оказывается, у нас один язык, мы почти понимаем то, что Лили говорит и так далее. Но они очень были заинтересованы нашим к ним вниманием. Мы просто нет слов, я могу каждый эпизод описать, когда приезжали родители, как себя вели мама и как себя вели папа, когда они поступали в госпиталь, и потом, когда и самое ужасное, когда мы сопровождали останки. Вероломное вторжение войск Госсовета Грузии Абхазию вызвало протест среди простых людей во многих регионах бывшего Советского Союза и за рубежом. Акцию грузинского руководства против Абхазии и ее народа особо близко восприняли народы Северного Кавказа, Юга России и кавказской диаспоры за рубежом. Общественно-политические и национально-патриотические движения и объединения республик Северного Кавказа выступили с заявлением о поддержке борьбы абхазского народа за его свободу и независимость. Решительно против грузинской агрессии выступили региональные общественные организации, созданные по этническому принципу: Конфедерация горских народов Кавказа, Конфедерация народов Кавказа и Международная черкесская ассоциация. Поэтому сегодня мне очень не хочется, чтобы кто-то взял на себя право там говорить о том, что это он организовал, благодаря ему все это случилось. Ничего подобного. Мы, если что-то сделали все, то мы просто помогли пробудиться памяти крови. Фестивали, это все, здесь очень много было до войны, и гастроли театров, это все это было. Вот это все нас сблизило, мы поняли, кто мы есть, и что им надо встать рядом с нами. И они и встали. Я, когда 17 числа августа приехал в Грозный, до этого, 17 числа вечером по телевидению выступил Юсуп Сосланбеков, был председатель парламента Чечен-Ингушетии тогда, а потом он был председателем парламента Конфедерации народов. И он выступил, этот человек огромный, если фотография есть у вас, может быть, это был красивейший человек, мужественный человек. Без него, кстати, было бы очень трудно нам организовать всю эту помощь. Без него, Дудаев, он не был против всего этого, но Дудаев держал у себя Гамсахурдина, у себя на даче. Да. И он открыто не мог, он как-то вилял.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что добровольцам необходимо возвести памятник в Сухуми. Для достижения этой цели будут проводиться различные акции и благотворительные мероприятия. Адиса Сагария, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.